Здравствуйте, дорогие ребята! Вас приветствует школа мордовских языков. Я Николай и моя стремящаяся к знаниям помощница Лисичка. Продолжаем знакомить вас с удивительной страной эрзянского языка. Шумбрат Николай, шумбратадо, ялгат. Лисичка, подскажешь ребятам, какой теме будет посвящен наш сегодняшний урок? Конечно, друзья, послушайте стихотворение, которое я подготовила, и угадайте, о чем мы сегодня будем говорить. Попав однажды в плен чудесный, не вырвешься уже вовек. Мир бесконечно интересный, волшебный мир библиотек. Правильно, ребята! В этом стихотворении говорится о библиотеке, и наш урок будет посвящен именно ей и той роли, какую она играет в нашей жизни. Итак, тема нашего урока – библиотекасо, библиотеки. Ребята, начиная с 1999 года, во многих странах ежегодно осенью, 4-й понедельник октября, отмечается День школьных библиотек. В нашей стране этот праздник начали отмечать с 2008 года. Эмблема Международного дня школьных библиотек представляет собой цветок с 6 лепестками, изображенный на фоне раскрытой книги. На эрзянском языке название этого праздника звучит так: «Школань библиотекань раскиют кончи. Международный день школьных библиотек». Библиотека в переводе с греческого языка дословно переводится как «хранилище книг». И это не случайно, ведь одной из основных функций библиотеки является приобщение нас с вами к чтению посредством книг. Ребята, по-эрзянски посетить библиотеку звучит как «молимс библиотекал». Друзья, повторим это предложение вместе и запомним его. Молимс библиотекал. Друзья, а теперь назовем слова, которые характеризуют наши действия, как только мы переступаем порог библиотеки. Повторяйте за мной. Сёрматстомс – записаться. Лоунумс – читать. Вешнемс – искать. Кочкамс – собирать. Саемс – взять. Молодцы, ребята! Знаете, сколько лет существуют библиотеки? Почти 5000 лет. Еще бумагу не изобрели, а библиотеки уже были. А что же в них хранили? Конечно, книги. В глубокой древности они были написаны на папирусе, на глиняных табличках, составлены из нарезанных пальмовых листьев, свитков шелка. Ребята, на эрзянском языке книга будет звучать так же, как и в русском. Книга. Книги наши верные, мудрые друзья, наши добрые советчики. В них каждый найдет нужную информацию. Кто-то любит читать сказки, кто-то увлекается приключенческими романами, а кто-то обожает стихи. Ребята, я назову наименования разных жанров на эрзянском языке, а вы постарайтесь их запомнить. Валморо – стихотворение, стихотворение. Йолкс – сказка. Йофнема – рассказ. Повесть – повесть. Роман – роман. Ребята, а теперь попробуем охарактеризовать наши любимые книги и назовем слова-признаки на эрзянском языке. Повторяйте за мной. Вечкивикс – любимый. Мельстуете – интересный, интересный. Нуркине – небольшой. Покш – большой, объемный. Талнуфтытя – переживательный. Молодцы, ребята! Кроме книг, в библиотеке можно взять почитать газеты и журналы. И сегодня мы хотим вас познакомить с периодическими изданиями, читая которые вы можете пополнять свои знания эрзянского языка. Эрзян правда газетась. Газета «Эрзянская правда». Чилисема. Эй, как шон журналусь. Детский журнал «Восход». Сятко журналусь. Журнал «Искра». На страницах этих изданий каждый из вас может найти что-то интересное для себя. Заметки об истории Мордовского края, знаменитых земляках, сказки финно-угорских народов, произведения эрзянских писателей и поэтов, детские произведения. В них присутствует также юмор, различные игры, головоломки. Запомнили, ребята? Очень хорошо. Ну а теперь пришла пора закрепить изученный материал.
Мы с Лисичкой разыграем диалог на ирзианском языке, куда будут включены слова по сегодняшней теме. А вы слушайте внимательно и попробуйте понять содержание нашего диалога. Если вам покажется это сложным, можете заглядывать на слайды, где будет представлен перевод предложений на русский язык. Шумбра тривиски. Шум брат Николай. Коутон моля тривиски. Мон молян библиотеков, книга Мельга. Кодаму книга тон саят. Мон саян йокст, сын нуркинет, дитеки марто мель стуитят. А то Николай, кодат книга цанят библиотекасто. Мон сайнян исторический роман. Сын пек талнувтытят. Ребята, вам все понятно? Молодцы! Мы предлагаем вам этот диалог разыграть со своими друзьями, включить в него другие знакомые вам слова. Вы славно сегодня потрудились, но, к сожалению, наш урок уже подошел к концу. Мы будем рады, если вы продолжите знакомство с удивительным миром ирзианского языка в нашей школе мордовских языков. И в заключение нашего занятия нам хочется обратиться к вам по-ирзиански. Яка до библиотека, деловно до книгат. Ходите в библиотеку и читайте книги. Вас томазанок, вечки ектиалгат. Не емазано.